Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Акцент» и я ее ведущая Бахтыгуль Ахматова. Сегодня мы поговорим о пенсионной реформе, то есть о новом пенсионном законодательстве. Позвольте представить вам наших гостей. Заместитель председателя Социального фонда Кыргызской Республики Джуматаева Гульнура Муратовна. Здравствуйте. Здравствуйте. И начальник управления по борьбе с общественностью соцфонда Мукамбетов Денишбек Урукалыевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Итак, давайте приступим к нашей беседе. И первый вопрос. Какие мероприятия осуществляются по реформированию пенсионной системы? Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, прошу прощения, я просто уточню. Денис Урукалыевич, он по работе с общественностью. А то люди неправильно поймут, по борьбе с общественностью Социальный фонд не борется с общественностью. Социальный фонд пытается помочь по мере возможности обслужить общественность, населения. А что касается пенсионной реформы, то вы все хорошо знаете, что начиная с 2014 года Социальный фонд приступил к активной фазе пенсионных реформ. То есть в 2014 году мы утвердили, вернее, правительство утвердило концепцию развития системы пенсионного обеспечения. В соответствии с этой концепцией был утвержден план мероприятий, в рамках которой были прописаны целый свод мероприятий, которые Социальный фонд на сегодняшний день практически выполнил, можно сказать, там, за исключением 3-4 пунктов. Выполнение более 90%, мы практически близки к завершению этой реформы. Если более конкретно сказать, какие это были реформы, я просто скажу коротко про направление реформы. Первое направление это было именно совершенствование тарифной политики пенсионного страхования, то есть были очень такие перекосы в пенсионной реформе. В принципе, они есть и сейчас, но мы, по крайней мере, пытались это реформировать. В какой-то мере получилось, пока сказать сложно. Второе направление это именно было развитие пенсионной политики, то есть вот эти ежегодные повышения пенсий, сама пенсионная формула, как индексируются взносы на счетах, пока человек выйдет на пенсию, касалось именно этой сферы пенсионных отношений. Третья сфера это у нас накопительный компонент. С 2010 года в нашей пенсионной системе был введен накопительный компонент пенсионной системы. Четвертое направление это у нас было именно повышение качества предоставляемых услуг населению, то есть значительно повысить именно путем предоставления через центр обслуживания населения, через разработку именно инфраструктуры системы пенсионного обеспечения. И дальше у нас тоже в нашем плане мероприятий предусматривались такие мероприятия, как повышение качества негосударственных пенсионных услуг, так как Социальный фонд, он ответственен за государственное пенсионное обеспечение, то есть обязательное. Но есть граждане, которые могут себе позволить дополнительно к государственному еще негосударственное пенсионное обеспечение и существенно повысить свой уровень пенсионного обеспечения. Это вкратце, если рассказать о направлениях пенсионной реформы. Можете, я могу дальше продолжать, да? Сейчас коротко расскажу о каждом из этих направлений, например, тарифная политика. В 2015 году нами был инициирован и поддержан в свое время Джордж Кенешем закон о внесении изменений в закон о тарифах страховых взносов по государственному страхованию, в соответствии с которым были существенно увеличены ставки тарифов для сельских товаропроизводителей и частных предпринимателей без образования юридического лица. Почему это было сделано в свое время? Для примера, например, организованный сектор, то есть лица с юридической регистрацией, это различные предприятия крупные, бюджетные организации, они платят страховые взносы 27,25 от фонда оплаты труда, то есть это достаточно существенные. Из них только 17,25 платит работодатель и 10% платит сам работник. Что касается сельского хозяйства, то последний раз там ставки были установлены еще в 90-х годах, и с тех пор они практически не менялись. И это привело к тому, что, например, в месяц платили в среднем 30 сомов в месяц граждане. Тогда как мы знаем, каждый, например, тот же учитель, тот же врач, он от своей зарплаты именно сам, не включая работодателя, 10%, это если в среднем, скажем, 8 тысяч платил, то 800 сом он платил только из своей зарплаты. И кроме него еще платил за него работодатель. То есть где-то около 1500-1400 сомов платил работодатель, и в итоге он, получается, где-то 2500 платил простой учитель, простой врач. И тут же 30 сомов, да?
То же самое частные предприниматели на рынках. Они платили минимум 80 сомов, максимум 200 сомов в месяц. Но когда люди выходили на пенсию, их пенсии не так существенно отличались. То есть организованный сектор платил десятки раз, иногда даже в сотни раз больше, но при этом пенсия у них была процентов на 50 только больше. Естественно, это всегда вызывало недовольство у населения, скажем, те же шахтеры говорили, у нас была очень сложная работа, мы получали в свое время зарплаты хорошие, мы платили взносы, но когда мы вышли на пенсию, вы меня сравняли с тем человеком, который практически работал у себя на огороде 20 лет, да, кормил свою семью, и у нас одинаковые размеры пенсии, где справедливость. И вот эта реформа, она была вызвана этим, но, к сожалению, экономическая ситуация была такова, что это было немножко преждевременно, скажем так, мы немного переоценили. То есть надо было немножко поэтапно. У нас была мысль хорошо подтянуть существенно взносы, чтобы наши сельские товаропроизводители уже через 10 лет, через 20 лет могли существенно получить пенсию. Но, к сожалению, возможности у них оказались не такие хорошие, как мы думали, и нам пришлось вернуться к предыдущим ставкам. И, наверное, придется ждать более лучших времен, когда у нас сельский сектор все-таки будет лучше датироваться, когда у них будут лучшие условия для этого, когда они уже сами смогут заработать себе хорошую пенсию. Это что касается тарифной политики. А что касается законодательных инициатив, в названии сказали, буквально недавно Джорко Кенеш нам принял в третьем чтении законопроект, это касается именно об индексации взносов. Раньше, например, когда человек платил страховые взносы, они индексировались, скажем так, не в полной мере. И когда человек через 20 лет, через 30 лет выходил на пенсию, соответственно, его взносы, они не индексировались в полной мере, и в какой-то мере они теряли свою покупательскую способность. К сожалению, это было в 90-е годы принято такое решение, потому что в 90-е годы был сложный период, не только для пенсионной системы, это было для Кыргызстана, и это была вынужденная мера. Сейчас, к счастью, положение улучшается, экономическая ситуация немного лучше, поэтому социальный фонд переходит на полную индексацию взносов по инфляции. То есть каждый год полный накопленный баланс будет индексироваться на уровень инфляции, и когда человек выйдет через 20-30 лет, они не потеряют свои покупательские способности, и это будет ощутимый размер, ощутимая страховая часть пенсии. А второе изменение, такое существенное в законе, это то, что мы... вы знаете, ежегодные повышения пенсий, тоже очень много нареканий, всегда вызывали очень много возмущений, потому что всегда всем казалось, что несправедливо. Почему кто-то заработал 40 лет, а кто-то 20 лет, но повысили всем одинаково, бывало такое, Еще был такой год, когда мы маленькие пенсии повысили в большем размере, а свыше 10 тысяч, например, вообще не повысили. То есть были какие-то иногда уравнительные моменты, и, в принципе, никто же не спрашивает, почему у человека, скажем, 6 тысяч, 8 тысяч, а у кого 2 тысячи, Потому что если у человека 2000 сомов размер пенсии, это еще не свидетельствует о том, что он бедный. Это свидетельствует о том, что он в свое время не платил, не в такой большой размере платил страховые взносы, что у него зарплата была маленькая. Но при этом у него, может быть, дополнительные доходы сейчас, скажем, последние 20 лет он не сильно участвовал в пенсионной системе, он вел какую-то индивидуальную деятельность, платил от случая к случаю, и в итоге у него получился маленький размер пенсии. Но при этом, скажем так, мы не можем утверждать, что он бедный. И тут же есть, например, городские пенсионеры, к нам приходят бабушки, у них 8 тысяч сомов пенсия, казалось бы, лучше. Но при этом эти бабушки живут в квартирах, и у них нет дополнительных источников. И из этих 8 тысяч они должны и коммунальные платить, и продукты покупать, и лекарства покупать. То есть вопрос этого сравнения не всегда, мы тоже социальный фонд считаем, что не всегда справедливо. Если маленькие размеры пенсии 2000, то ему надо больше повышать, потому что это еще не факт, кто больше нуждается. Мы все-таки исходим из того, что нужно всегда повышать процентно, индексировать на... Теперь мы вносим новую формулу, это 50% от роста среднемесячной заработной платы плюс 50% от инфляции. Будет такой коэффициент индексации выводиться ежегодно, и на этот коэффициент индексации будет индексироваться та часть пенсии, которую каждый заработал себе сам.
И тогда, скажем, если у кого-то больше пенсия, то у него больше размер индексируется, вот у кого маленькая, меньше. Но маленькие мы тоже не собираемся оставлять, они будут тоже поддерживаться, но они поддерживаться будут уже за счет средств республиканского бюджета, то есть за счет базовой части пенсии. Ну, потому что мы считаем неправильно перераспределять от одной категории граждан к другим, потому что страховой взнос — это не налог. Это отложенные деньги каждого человека на его будущую пенсию. Это его личные деньги. И государство не имеет права вот забирать эти деньги, потому что оно считает, что оно меньше нуждается. Нет, каждый гражданин, он верил в эту систему, он оплачивал страховые взносы, и, соответственно, когда он выйдет на пенсию, он рассчитывает, что государство вернет ему эти деньги в виде пенсии. Вот именно к этому мы стараемся прийти. Ну, правда, не получается очень резко, потому что очень много вот советских пенсионеров, знаете, да, потому что практически до 96-го года взносов не было, вот советский период, только потом начали такой более взносы, но тем не менее мы ответственны за тех пенсионеров, потому что в свое время они тоже внесли очень большой вклад, и они не виноваты, что страна разрушилась, и они должны остаться у разбитого корыта. Поэтому вот каких-то резких движений у нас не получается, но потихоньку, аккуратно мы пытаемся вот это вот выровнять, и чтобы все-таки люди могли получить то, на что они сами должны рассчитывать именно своими взносами. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните? Здравствуйте, город начал. Мы вас слушаем, можете задавать свой вопрос. Я вас уже хотел спросить насчет кадров сотрудников социального фонда. На что вы именно смотрите? Опыт работы, знания, опыт. Как вы выбираете, каким критериям сотрудников своих? Вопрос немного не по теме. Сегодня мы говорим о пенсионной реформе, о новом пенсионном законодательстве. Ну, я все равно коротко отвечу, потому что если молодой человек хочет работать в социальном фонде, это тоже очень хорошо, значит, у него есть. У нас, скажем так, трехступенчатая система приема специалистов на работу. Первое — это определенный есть свод документов, которые нужно сдать. То есть первый этап мы рассматриваем. У нас есть для каждой специальности, для каждой, вернее, должности у нас есть определенный круг именно требований. По стажу, по опыту работы, по образованию, то есть по навыкам каким-то. Если этот человек, он может заранее www.соцфонд.kg посмотреть, там есть раздел «Вакансии», где мы постоянно вывешиваем именно требования по вакансии, он может посмотреть, если у него подходит, он все документы собирает и отправляет нам. Второй этап — это у нас компьютерное тестирование. Вопросы также вывешены на сайте соцфонд.kg, там вы можете подготовиться по этим вопросам. И если проходной балл у нас 60%, если вы 60 баллов набираете, то вы проходите на следующий этап. Третий этап — это у нас собеседование. У нас специальная комиссия, которая беседует с вами, все собеседования записываются, все протоколируется жестко. И если вы проходите, то все, комиссия рекомендует для правления социального фонда, и, как правило, обычно по результатам комиссии берут на работу. Уважаемые телезрители, напоминаю, сегодня мы говорим о пенсионной реформе, то есть о новом пенсионном законодательстве. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и откуда вы нам звоните? Зовут меня Раиса Дмитриевна. Живу я в Бишкеке. Вот, получаю пенсию 5200 с копейками там. Вот. Пошла на пенсию я в 91 году. Получала пенсию с того момента 17 сомов. Ну, так как идет с добавками, вот у меня вышло 5000. Теперь я хочу сказать, вот таким, как я, будет какая-то еще добавка? Потому что добавки эти маленькие. Живу я, конечно, в собственном доме. Но дело в том, что у меня на руках еще парализованный сын. Ему 39 лет, которому платят 3000. И вот если поделить пополам, нам выходит по 4000 на человека. Скажите, как нам прожить на эти деньги? Спасибо большое. Да, такие вопросы я слышу, наверное, каждый день. У нас еще посещение пенсионеров, действительно.
ну, хочется вот сделать больше, но, к сожалению, все, что мы собираем сегодня, страховые взносы, то есть это наше молодое работающее поколение, все, что взносы, как в качестве взносов платит, мы это и направляем. Каждый год мы в соответствии со своими возможностями пытаемся повысить. Конечно, хотелось бы существенно повысить, но для этого у нас должны молодежь существенно платить, пытаться не... У нас такая ситуация, то есть до того, как человек выходит на пенсию, мы за ним бегаем, чтобы он заплатил страховой взнос. Потом же после того, как он Потом, на пенсию, когда он начинает- вышел на выход на пенсию, он начинает бегать за нами и плакать и говорить. Многие приходят, говорят, ну я же не знал. Ну, бывают такие люди, я же не знал, что надо было платить. А вы знаете, за один раз, за 20 лет заплатить одним махом, это очень сложно, а время упущено. Поэтому мне бы хотелось сказать молодому поколению, вот все-таки платите страховые взносы, потому что это, во-первых, ваша будущая пенсия. Когда я так начинаю говорить молодежи, они говорят, а я это не буду нуждаться, или кто-то бывает Серьезно очень- не воспринимает, кто-то говорит, да? я вообще не доживу. Нет, доживает. Статистика показывает, что большая часть из нас доживает, и чтобы не остаться совсем без ничего, а помочь уже будет некому, я бы призвала, во-первых, платить самим, заботиться о своей будущей пенсии. Во-вторых, подумать о наших бабушках, дедушках, родителях, да? Потому что то, что вы сегодня платите, получают ваши же тети, дяди, ваши мамы, папы. И ихняя пенсия, это в ваших руках. Каждый из нас должен об этом подумать и платить страховой взнос. У нас есть еще один телефон звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните? Меня зовут Асулбек с Бишкека. У меня к вам два вопроса есть. Да, пожалуйста, задавайте. Первое, у меня это 40 лет стажа, а вот я прочитал пенсионное законодательство, там 60 лет это выход на пенсию, а в соцфонде говорят, это 63. Так, и второй вопрос. Я участник войны в Афганистане, это возрастной льгот нету, что ли, на них? Спасибо вам большое. Вопрос есть? Просто я Алексей хотел добавить к сказанному Гульнуру Муратовной, да. Действительно, в самом деле размер пенсии непосредственно зависит от вклада. Раньше, если было так, что человек, проработав определенный период, уплатив там мизерные суммы, выходил на пенсию, сейчас непосредственно уплаченные взносы, они влияют на размер пенсии. Поэтому сколько лет стажу, сколько заплачено, это все сказывается в размере пенсии. И поэтому вот так получается, что 5200, когда-то человек не обращает внимания на в свое время. да, уплаченные взносы. Что касается вопроса насчет 40 лет стажа, да, действительно, у нас общеустановленный возраст выхода на пенсию это 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. При этом с 2008 года предусмотрен ранний выход на пенсию в возрасте 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. И требования по стажу здесь сверх требуемого стажа 25 лет человек должен проработать еще 15, то есть 40 лет. И в данном случае, видимо, у Асылбека, может быть, не хватает определенного периода стажа. Поэтому, если есть возможность, пожалуйста, позвоните нашему телефону доверия 57 66 61 54 33 16. Мы постараемся помочь и дать разъяснение. А так, каждое районное управление консультирует, дает разъяснения по законодательству, которое действует на всей территории Кыргызской Республики. У нас есть еще один И телефон насчет звонок. участников войны Афганистана, то тут, к сожалению, как Дополнительно. категория льготников, они не подпадают. У нас чаевники есть, они выходят на 5 лет раньше на пенсию, в зависимости от года, когда они участвовали в ликвидации аварийной Последствия, части. да, аварийной части. У нас есть еще один телефон звонок. Здравствуйте. Алло, саламатсыңар Айланай. Саламатчылык. Мен Ақтаудан чалып ушу пенсионный суроолор боюнча Ақтауда билесиңер Нарыногуласы эң алыс районубуз мына Эмчекке карап келип азыр где-то 7-8 градус суук болуп атат. Анан ушу пенсиянын ушу чектелишине мен нааразымын.
Мен мисалы үчүн кичинекейимен башка иште болсун өткөнүм 43 иштедим, алганым 8.000 сом. Могу жерде дыйкан чарба, аныкы деп жаш келиндер $100. Мен ага каршылыгым жок. Ошолор алат 3, 4, 5 миңге чейин. Анан ушул жерден мындай социалдык мындай теңсиздик болуп атат да, биз 2 доорду бир көрдүк. Кичинекей иштен баштап иштеп, такмалгасы мен өзүм немен тиги бухгалтермин, экономистмин. Ошентип иштеп жүрдүк. Мына алганым 8.000 сом. Кече күндө пенсияга чыкканда 3.000, 4.000, 5.000. Биз чекесин тердетпегендер. Ушуну карап койсоңор болобу? Мына мен азыркыга чейин мугалим болуп иштейм. Жетпейт. Ошо 8.000 сом потребительский корзинага да жетпейт. Мен өзүм экономист болгондон кийин. Ушуну бир карап, анан мындай жакшылап туруп теңдештирсеңер болмок. Анткени биздин эмгек ыкмам жетип кетти да, мен эмгичекти 8% төлөйм. Өмүрүм өтүп чөптү дагы накопление жасадым. Ушуну карап көрсөңөр, мен сиздерди карап отурам, айланып кетейин. Рахмат, эже. Кыргызча жооп берип коелу эжеге. Ушул эже туура айтат да, ушундай 40 жыл, 30 жыл баягы эмгегин берип, мектепке ушундай бир өкмөткө иштей, кайгы бирөөгө иштей, баягы иштеп жүрүп адам ушундай келип туруп, анан кийин баягы чын эле декан чарбада иштеп туруп эле 20 жыл иштеп туруп келип калып, экөө бирдей болуп калганда ушундай көп ушундай нааразычылыктар болду. Ушул нааразычылыктарды жоюу максатында биз баягы тарифтерди көтөргөнбүз да, бирок тилекке каршы баягы тариф болбой калды, ал мыйзамыбыз жакшы жүрбөй калды да. Анан бул эжеге айтып кетет элем, биз дагы баягы 8.000 болсо, сиздики дагы баягы айтып атпаймынбы, коэффициент индексация киргизебиз депчи, ушу тапкан акча. Сиздики эже мындай көбүрөөк темп менен өсөт да пенсиячы, ушул мыйзам Кудай буйрса кирип калса күчүнө көбүрөөк темп менен эми болгон мүмкүнчүлүгүбүздүн баарын жумшайбыз ошого, анткени ушундай көп иштеген. Анан бирок бир жери жаман жери бар да, ошо мугалимдер, врачтар чындап эле 40 жылдап стаж иштейт. Бирок совет доорунда деле, кийин деле булардын эмгек акылары өтө төмөн болгон да. Анан эмгек акысы канчалык төмөн болсо, баягы камсыздандыруу төгүмдөрү да азыраак болуп калат экен да, анан булардын стажы чындап эле мындай көп эметпей калат экен. Ошондуктан мындай маселени баягы комплекстүү караш керек да. Азыр мисалы эмгек акыларын жогорулатса, ошого жараша кийин камсыздандыруу төгүмдөрү да чоң болуп, анан кийин пенсиясы да көбүрөөк болот. Андан тышкары бул эже дагы эле иштеп атыптыр, бул жыл сайын перерасчет кылып турат болуш керек. Жыл сайын перерасчет кылып турса, пенсиясына дагы кичине көбүрөөк кошулат да. Анан жыл өткөн сайын эже мындай 70ке чыккан сайын баягы биздики актуарный коэффициент деп коет, ошол азайып, сизге көбүрөөктөн кошулуп турат да. Ошондуктан баягы эжеге ден соолук каалайбыз. Анан кийин ушу сиздей болгон эжелерге ушу баягы пенсиясын көтөрөлү, көбөйтөлү деген аракет менен жүрөбүз. Следующий вопрос. Какие законодательные инициативы социальный фонд вводит сегодня? Спасибо за такой вопрос. Еще хороший вопрос. Еще вот одну хотела сказать про законодательные инициативы. У нас при назначении пенсии, например, есть, вот если говорить о страховой части пенсии, есть первая страховая часть, вторая страховая. Первая страховая – это стаж за работу до 96 года, то есть до нашей пенсионной реформы. Это практически весь советский период, и вот перестроечный, и потом начало вот нашей независимости до 96 года. Это мы всегда запрашивали справку практически за весь период трудовой до 96 года, либо хотя бы за 5 подряд идущих лет, и желательно лучших лет, потому что на основе вот этих подряд идущих 5 лет о размерах заработной платы и зависит эта первая страховая часть пенсии, она зависит именно от этого. Чем больше размер зарплаты за этот период, тем выше будет, соответственно, страховая часть. Но, к сожалению, когда вот рушился Советский Союз, многие архивные документы потерялись. Очень сложно найти эти архивные документы. Потом люди бывало, что работали по всему Кыргызстану. Кто-то работал в России, кто-то работал вообще в других странах СНГ. А теперь куда-то поехать, найти эти архивные документы практически очень сложно. И люди всегда, ну, это было мучение, действительно было мучение. И мы всегда начисляли в таких случаях по минимальной зарплате, и люди теряли, существенно теряли, вот эта часть была маленькая. Вот новый закон, вот, который тоже войдет в силу, в соответствии с этим уже теперь не нужны будут эти справки,
можно мы по средней будем, да, по минимальной заработной плате, но она будет в 2-3 раза выше, чем сегодня назначается, и она даже выше, чем сегодня средняя, даже когда люди со справками приходят. То есть мы пытаемся упростить жизнь для назначения, уже не нужны будут архивные справки, ходить. Человек придет только с трудовой книжкой, и если в ней все нормально, там нет никаких, не вызывает сомнений, то мы уже на основе этого, в соответствии со своей формулой, уже будем назначать пенсии. Гульнара Муратовна, извините, я вас прерву немного, у нас еще есть телефон звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот меня зовут Коломейц Андрей, я сегодня был в Сукулуке. И до 96-го года. А почему до 96-го года? Я работал до 2000 года. А после 2000 года уже начал платить за землю, потому что расформировалось наше хозяйство. И вот это вот высчитывали же до 2000 года. Вот это что, почему не вычитываются вот этот вклады? И теперь там в соцфонде вообще я что-то платил по 2000, а с меня справку хотят взять за год вот так вот 1000 сомов там написали и все. Соцфонд этот. Вот это вот надо как-то разобраться, а то я все уже 45 лет стажа у меня, постоянно платили за все. А теперь начитают, там по минималке меня отпустят, да и все это тоже как-то неправильно. Спасибо большое. Нет, просто да, он не дослушал до конца. Мы сказали до 96-го года, это первая страховая часть. Почему до 96-го года? В 96-м году социальный фонд ввел персонифицированный учет. То есть у нас есть база данных, в которой на каждого гражданина, который работал, отчислял страховой взнос, заведен личный персональный идентификационный номер, то есть счет, личный страховой счет, где записываются все его отчисления. С 96-го года это у нас уже практически есть в базе. Единственное, может такое быть, что в базе нет, это если работодатель отчета не сдавал, или вот эти периоды как-то выпали. То есть вот это вот только в этом случае. А так, если все нормально, все человек вовремя сдавал, его работодатель отчислял взносы, потому что бывает, что действительно работодатель, может быть, зарплату ему и платил, но в соцфонд отчисления у него задолженность, и она тянется годами. И люди в этом случае тоже страдают, потому что работодатель в свое время не сдал отчисления, зарплату ему выплатил, вроде бы, казалось бы, но вот отчисления нет, и поэтому тоже может быть. А так, все его, даже если он до 2000 года работал, то есть что они все у нас в базе должны быть, и на основе этого ему пенсия будет начислена. Что касается отчислений вот по земельному налогу, скорее всего, он не сказал, там у нас земельный налог отчислялся он на членов фермерско-крестьянского хозяйства, то есть там 4 члена может быть, 2 члена может быть, и они как-то забывают, они всегда берут общую сумму. Я платил 4000, я платил 2000, а то, что потом это было распределение между ним и женой, между ним и его детьми, и надо смотреть вот из этой суммы, сколько лично на его счет упало. И обязательно вот в соцфонде они обязаны вам предоставить такую справку раз в год. Вы можете обратиться туда. Либо у нас вот есть еще новая услуга, тоже также на сайте соцфонд.kg, можно будет ввести свой ПИН и получить выписку из личного страхового счета. Но для этого надо сначала пойти в свое районное отделение соцфонда, написать заявление, указать свой электронный адрес и сказать, вот это мой электронный адрес, пожалуйста, по моему запросу, по обращению на сайт, отправляйте мне мою выписку. И потом, после этого, вам нужно будет просто зайти на наш сайт, ввести свой ПИН, и вам на ваш электронный адрес система сгенерирует вашу выписку из личного страхового счета. Вы можете так уже не раз в год, а сколько угодно, каждый месяц хоть смотреть и проверять своего работодателя. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Саламатсызбы? Мен 43 жылдан бeri иштеп келатам. Бир эле жылда өткөн 17 жылга 34 мың которуп турмун. Пенсионный фонд. Арандагы жер налогунда төлөп туруп чыгышым керекпи? Жердин соцфондко же ошол эле пенсиядан чыксам болобу? Ошол акчага которгон акчаны милдеттүү түрдө жердикин төлөшүм керекпи? Түшүнүктүү. Эми бул жерде милдеттүү түрдө төгүмдөр болгондон кийин жердикинен дагы айлыгыңыздан дагы которушуңуз керек. Бул эки сумманын бардыгы кошулуп келип сиздин пенсияңыздын эле өлчөмүнө
таасир этет ошондуктан бул жерде милдеттүү төлөм болгондон кийин төлөш керек ал эки төлөмдү. Итак, давайте перейдем к третьему вопросу. Какие меры принимает соцфонд для повышения уровня пенсионного обеспечения? Мы до этого говорили, что мы, кроме того, что ежегодно повышаем пенсии в пределах бюджета социального фонда, всегда мы смотрим за первое полугодие. То есть каждый год мы стараемся повысить именно собираемость страховых взносов, уровень страховых взносов. Я могу просто для примера сказать, если в 2010 году у нас было страховые взносы именно 22 миллиарда, то сегодня, нет, доходы, страховые взносы 12 миллиардов, то сегодня мы уже собираем почти 27 миллиардов. То есть уже больше, чем в 2 раза. Но в то же время вынуждена сказать, что и численность пенсионеров у нас была в 2010 году 530 тысяч, сегодня уже 617 тысяч. Размеры пенсии в 2010 году, средний размер пенсии был 2800 сомов, сегодня уже 5000, практически 80 сомов. То есть больше, чем в 2 раза, ну, практически в 2 раза увеличивается. И каждое повышение, вот нам говорят, тут всего на 300 сомов. Всего на 400 сомов. Но когда мы на год берем, это уже 2 миллиарда. Это огромные деньги, да. Поэтому мы бы и рады повысить на 1000 сомов, скажем так, но это обойдется нам в 4-5 миллиардов. Мы должны столько же собрать. А это опять же начнут работодатели это вот взносы увеличивать, да, а тарифы нам увеличивать никто не даст, потому что это, ну, тоже уйдет в тень. То есть тут нужно смотреть комплексно, потому что вопрос очень сложный. Но все возможное делается, все, что мы собираем, мы тут же отдаем на пенсии и на повышение уровня пенсионного обеспечения. Кенжбек Уркалиевич, если у вас есть что добавить. Просто я хотел добавить насчет уплаченных страховых взносов за землю. При этом вот Гульнур Муратовна подчеркнула, что действительно, если там 5 членов семьи, при этом на каждого эта информация распределяется, и это дает тоже стаж тем членам семьи и в будущем право на пенсию. Поэтому здесь люди в выигрыше в любом случае. Потому что дети тоже не работают, платят за землю, они вырабатывают себе стаж необходимый. Каков на сегодня размер пенсии и как меняется пенсия работающих пенсионеров? На сегодняшний, вот на 1 января 2017 года 5078, это средний размер пенсии. А для работающих пенсионеров, я вот перед этим тоже ответила, вот если пенсионер продолжает работать, будучи на пенсии, ему ежегодно он имеет право на перерасчет пенсии. То есть сколько он за год взносов отчислил, ему, конечно, оно распределяется на продолжительность жизни. Очень много задают вопрос, вот именно пенсионер говорит, я же вот отчислила столько взносов, а вы мне всего лишь столько добавили. Но они забывают, что мы-то, вот это то, что он за год взносы делал, мы их распределяем, скажем, на 10 лет, на 12 лет. То есть Национальный статистический комитет, он нам дает среднюю ожидаемую продолжительность жизни на пенсии, для среднюю такую, между мужчинами и женщинами. То есть человек, выйдя на пенсию, ожидается, что он проживет еще столько лет. И вот на эту продолжительность мы распределяем вот эти взносы годовые. И получается, что, может быть, он в месяц отчисляет 200, да, а получается 20 сомов надбавка. То есть вот арифметика тут такова. Кто-то нам говорит, что вот люди не доживают, да, но статистика у нас показывает, что если, скажем, лет 10 назад свыше 80 тысяч лет граждане было всего, скажем, 18-19 тысяч, то сегодня это уже практически 45-46 тысяч. Если у нас 617 тысяч пенсионеров, можно посмотреть, что практически, достаточно такая большая доля, она переживает. То есть продолжительность жизни растет, несмотря ни на что, и это радует. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните? Я звоню в города Бишкек. Меня зовут Гульшат. У меня 2 вопроса. Первый вопрос я хотела узнать. В нашем городе очень трудно в городском соцфонде оформить справку. Я принесла сотруднику, она меня послала по месту жительства. Куда тоже я пришла, они говорят, наоборот, городской соцфонд. Говорят, а в городском соцфонде, говорят, с 2010 года у них там доступа нету, месту жительства. В общем, никак не могу справку. Можно уточнить, относительно какой справки вы спрашиваете? Ну, справка у меня была, я стояла на учете в центре занятости, хотела
имеете в виду выписку из личного страхового счета? Да. Хотела свой страховой только оплатить. Ну, у нас без проблем получают. Но они говорят, Главное, что нужно подойти с паспортом и получить выписку. Любой человек Я вправе. хотела еще там добавить. Вы знаете, вы обратитесь, вот телефон, Да. скажите. 57 66 61 или 54 33 16. И вот я, пользуясь случаем, хотел бы еще сказать, что у нас работает колл-центр социального фонда с 2015 года. Короткий номер 1202. Позвонив туда, вы можете получить ответы на все интересующиеся ваши вопросы. 1202 – это колл-центр социального фонда. И, кстати, если бывают случаи, что наши сотрудники ведут себя грубо или начинают волокиту, или начинают вас перенаправлять, отправлять, вы также можете в этот колл-центр позвонить, пожаловаться на этого сотрудника, оставить свои данные. Мы обязательно разберем этот случай и вам дадим ответ обязательно. Мгм. Скажите, насколько нам известно, работает система накопительного компонента. Да. Да? Расскажите, пожалуйста, подробнее, как он работает. Да, вот это тоже очень интересный вопрос. Мы его в 2010 году ввели накопительный компонент, и одним из вот таких вот, как бы, скажем так, почему мы его ввели, было то, что мы хотели стимулировать молодое поколение, потому что почему-то молодое поколение считает, что если он начисляет взносы, и эти взносы идут сегодня на наших родителей, то это его не стимулирует никак. Вы, говорит, мои деньги отдаете сегодняшним пенсионерам, меня это не стимулирует. Хотя, в принципе, это тоже вопрос нужно, да, к сознательности. Поэтому мы ввели накопительный компонент, 2% от 10%, которые платит сам работник, направляется не на текущие выплаты пенсии, а на инвестирование. То есть это живые деньги, которые социальный фонд не направляет на текущие выплаты пенсии, а направляет на именно вот инвестиционный инструмент. У нас инвестиционный портфель, у нас есть вот разрешенные именно правительством инструменты, это государственные ценные бумаги, депозиты банков. Мы вот есть структура портфеля утверждена, и мы вот направляем туда, и в принципе доходность хорошая, и человек, когда уже достигнет пенсионного возраста, у него будет еще накопительная часть, кроме вот страховой части, которая у него такая будет более такая большая, но еще будет накопительный компонент, но это будут живые деньги. Чем они отличаются от страховых? Страховые, вы знаете, вот это как на принципе страхования, да? Ты достиг пенсионного возраста, и тебе выплачивается пенсия. Но если ты не достиг пенсионного возраста, ну, к сожалению, умер, да, и у тебя остались дети, тогда это выплачивается твоим детям по потере кормильца. Но если у тебя нет иждивенцев, то действительно эту пенсию они по принципу солидарности получают другие пенсионеры, которые дожили. Это принцип страхования. Вы знаете, да, вот даже когда люди страхуют свое жилье, да, если твое жилье не сгорело, ничто, тебе обратно не возвращают эти деньги. Они ушли на других. То есть тут такой же принцип страхования. И случай здесь то, что ты достигнешь пенсионного возраста, и тебе нужны деньги, чтобы прожить пенсию. Ну, вернее, жизнь на пенсии. В отличие от этого, накопительный компонент – это живые деньги, которые никуда не направлялись, только на инвестирование. И если вдруг человек умрет, то этот накопительный компонент, он будет наследоваться. То есть его наследникам, его детям им будет. Если человек уезжает на постоянное место жительства, то эти деньги он тоже может забрать вместе с собой. Но если он достигнет пенсии, то она просто дополнительно к его пенсии будет накопительная часть пенсии. Ну, с учетом инвестиционного дохода, да. У нас в среднем сейчас вот за последние годы, буквально 15, 14, 16 года, средняя доходность составляет 13,2, 13,4, то есть неплохая доходность при наших условиях. Да. Скажите, раз уж вы сказали, что вы создали накопительную систему, компоненты, да, с учетом того, что для молодежи, да, вот насколько активно молодежь? Не, ну видите, накопительный компонент, но он обязательный. То есть мы забираем у них это обязательно, мы отчисляем, но еще одно вот отличие я хочу сказать, то что начиная с 2017 года мы должны были начать, но вернее практически начали передачу их в частные управляющие компании. Вернее, почему мы говорим молодежь, Тимур? Потому что молодежь в основном финансово грамотная, и очень много финансово грамотных, которые говорят, а вы отдайте мне мои деньги, я ими лучше буду управлять. Поэтому, начиная с 2017 года, мы такое право выбора ему предоставили. Человек, если считает, что государство управляет ими хуже, чем он может, или частная компания, да, он может либо в негосударственный пенсионный фонд их
по его желанию, либо в частную управляющую компанию. Мы уже провели, вот у нас конкурсная комиссия, она выбрала частную управляющую компанию, то есть там тоже существуют риски, поэтому мы не можем любой частной управляющей компании дать. Она То есть они проходят определенную да, проверку, определенным требованиям они должны соответствовать. Госфиннадзор регулирует эту деятельность. Частная управляющая компания проходит лицензирование Госфиннадзора, а потом наша комиссия именно вот выбирает, там в нашей комиссии представители Минюста есть, министерств различных, Минэкономики, Минфина, то есть ключевых министерств и ведомств, Федерации профсоюзов Кыргызстана, есть представители негосударственных организаций, как бизнес-предпринимательство. То есть достаточно такая солидная комиссия, которая решает, можно это частно, не то что решает, она смотрит соответствие требованиям. У нас есть требования, утвержденные правительством, мы смотрим, соответствует, не соответствует. И на основе этого вот недавно у нас второй конкурс был, и одна управляющая компания выиграла, но она должна с нами заключить договор и потом начать работать с населением. То есть не будет такого, что население не знает, а мы отправили эти деньги в частную управляющую компанию. Да? Будет наоборот, мы дали доступ, но частная управляющая компания уже будет сама работать с гражданами, и сколько она граждан сможет заинтересовать, они должны прийти в соцфонд и написать заявление, что они принимают такое решение. И потом на основе этих заявлений мы начнем передачу средств. То есть тут будет именно ответственность самих граждан. Они должны нести ответственность за свой выбор. Если у вас есть что добавить, Денисбек Куркалдиевич. Ну, в целом все сказано, поэтому... У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Мен Бишкектен чалып атам. Саламатсызбы? Сурооңузду Менин көтөрүңүз. жылдый стажым 23 жыл болуп 2 жыл жетпей калды да, анан азыр 57-ге чыктым. 58 жашында өзүмдүн мындай жаш боюнча чыганбы, ошондо же стаж боюнча чыганбы? Рахмат. Эми азыркы күндө жана үзгүлтүксүз стаж деген түшүнүк көп жылдан бери жок, союз жоюлгандан бери жок ал. 23 жыл стажыңыз болсо 58 жаштан чыга бересиз. 25 деп эмес, аял кишиге 58 жаштан 20 жыл эле стаж талап кылынат. Базалык бөлүгүн толук алыш үчүн. Ошондуктан сиздин стажыңыз менен 58 жашка келгенден кийин пенсияга чыга бересиз. Уважаемые телезрители, напоминаю, сегодня мы говорим о пенсионной реформе, то есть о новом пенсионном законодательстве. У меня еще созрел следующий вопрос. А работает ли соцфонд над повышением качества предоставляемых услуг? Тоже спасибо за вопрос. Социальный фонд, мы в меру своих финансов, в меру своих возможностей мы пытаемся работать, потому что действительно повышение качества услуг это требует огромных ресурсов, как финансовых, так и людских. Вот эти центры обслуживания населения, для этого нужны большие здания, соответствующая инфраструктура, да, хорошие условия. К сожалению, вот здание именно в Бишкеке и в городе Аше в таком хорошем месте, чтобы всем было удобно, особенно для наших пенсионеров, потому что это особая категория, им очень трудно. Поэтому мы вот как раз вот вопросы со зданиями немножко так, мы хотели давно бы решили, но это не зависящее от нас обстоятельств, это немножко отсрочивается, но у нас в планах именно создать центр обслуживания населения, где люди будут приходить, и там будут окошки, и вот каждый день, а не так, как приемные дни сейчас, да, там 2 дня в неделю приемные дни, да, в наших районах, и потом еще сотрудник сидит в кабинете, да, чего греха таить, бывает, что сотрудник может быть занят своим делом, говорит, мне некогда, сейчас подождите, а там человек будет сидеть около окошка, с 9 до 6, на обед, может быть, час уйдет, но с утра до вечера он будет сидеть, там будут камеры, там будет все записываться, то есть там можно и как раз проверить качество услуг, человек не сможет нагрубить, не сможет. То есть вот мы хотим именно вот такие условия создать, чтобы именно снизить, минимизировать эти риски именно грубого отношения, волокиты или какой-то, может быть, коррупционных проявлений, и доходы будут там сидеть, принимать отчеты, то есть все будет прозрачно. Вот у нас вот такие планы, вот дай бог, чтобы человек действительно не бегал с одного районного управления в другое за одной справкой. Там будет окошко, допустим, по назначению, по выплате, по доходам и так далее. Вот эту справку, женщина говорила, тоже может в этом окошке прийти и справку получить, то есть чтобы все было в одном месте и удобно. Второе, вот я тоже говорила, выписки через сайт наш, можете на наш сайт www.socfond.kg, там тоже очень много сервисов, там и признак застрахованности, вы знаете, обязательно медицинское страхование, если придете в поликлинику, там обязательно просят, застрахованы вы или нет. И вы заблаговременно можете на нашем сайте узнать, вы застрахованы или нет, чтобы не ходить зря в поликлинику,
поликлинику уже, и там вот признак застрахованности вы можете выяснить. Выписку из личного страхового счета вы можете тоже узнать. Кроме того, очень много справочной информации, как для плательщиков страховых, так и для пенсионеров. Какие документы нужны, что нужно. Колл-центр. Посчитать. Да, приблизительно посчитать размер пенсии. У нас калькулятор пенсии там есть. Но он, конечно, будет такой приближенный, но все равно примерно вы сможете узнать. Колл-центр 1202 тоже, он у нас работает с 2015 года, но, если честно, очень много хороших отзывов. Потому что там очень вежливо, очень доступно. Если сразу не могут дать, то обязательно перезванивают, обязательно отвечают на любой вопрос. И вы можете получить, не выходя из дома, по телефону информацию на любой ваш вопрос. Поступил еще один телефонный звонок. Здравствуйте. К сожалению, связь прервалась. У меня еще созрел такой вопрос. Вот вы говорите насчет повышения, да, качества предоставляемых услуг. Центры имеются в Бишкеке и в городе Ашай, да? Мы планируем пока, планируете, да. да? Вот в Бишкеке. А как насчет регионов? Вот, регионы мы тоже, у нас есть мысли такие тоже вот. Вообще, в будущем мы хотели бы в каждом районе такое сделать. У нас 50 районов. Даже не по областям, а по районам. Да, разделить, по районам разделить, или, может быть, даже вот по численности населения. Но, видите, к сожалению, это все упирается в финансы, да. Мы даже писали проекты, чтобы вот под это, может быть, какие-то вот дотации, ну, не дотации, а помощь, чтобы проходить. Но мы работаем над этим, но для начала мы бы хотели вот наши крупные, вот Бишкек, Ош. Вот эти открыть мы нацелены. Но параллельно мы также, вот наши районные, они даже собственными силами делают вот наподобие, может быть, не в таком масштабе, но наподобие тоже пытаются вот тоже какие-то единые окна сделать, чтобы человек сидел постоянно. По-моему, пара районов у нас уже сделали такие. Конечно, для этого нужны хорошее финансирование. Да, это финансирование, потому что, да, во-первых, условия. Сегодня социальный фонд, он сидит в районное отделение очень скучный, очень таких достаточно нехороших условиях, и даже плательщики часто жалуются, ну, вы улучшите качество, да, мы бы рады, но в Бишкеке именно вопрос помещения это очень сложное. Мы постоянно обращаемся, просим. Купить это еще дороже, это очень дорого. То есть, ну, по мере возможности, ну, в планах у нас это есть. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Мен Словерейин деген, мен Нарын областынын Атбаш районунан чыгып атам. ССМде иштегениме 24 жыл болду быйыл. Анан ушу Тоол районунда аялдар 50 жаштан эле чыгабыз да, мурунку эле эме боюнчачы. Анан К сожалению, прервался наш телефонный разговор. Сенде анда бийик тоол шартта жашагандар эрте чыгышат. Эркектер 55 жаштан, аялдар 53 жаштан. Эгер 3 баланы төрүп 8 жашка чейин өстүрүп чоңойткон апаларыбыз 45 жаштан. Жана айтып аткан сөздө ошондон болчу, 45 жаштан жаш келиндер пенсияга чыгып кетип атат деп. Азырынча жаш курамын көтөрүү каралган эмес, 50 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүгү болот. Эгер ошол жерде 20 жыл бийик тоол шартта иштеп жашаса. Кээ бир мындай суроолор болуп калат да, кээ бирлер баягы иштеп эле анан кийин жашаган башка тоол эмес шарт болуп калат да, мен акым барбы депчи. Андайда болбойт, именно баягы жашап иштеш керек ошо тоол шартта, ошондо анда жанагындай жашы боюнча жеңилдиктер берилет да, эртерээк чыгат пенсияга. То есть в горных районах, высокогорных, именно которые входят в перечень. Есть перечень населенных пунктов, которые отнесены в высокогорные, это постановление правительства. Если в этом перечне есть вот их населенный пункт, то они, да, выходят на пенсию на условиях, льготных условиях по высокогорью. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду узата бериңиз, каяктан чыгып атасыз? Мен Бишкектен, фамилиям Кердибеков. Мен суроо берейин дедим эле, могу К сожалению, снова прервался наш телефонный звонок. СПДларны 2006-жылдан баштап СПДларны качан төлөйсүңөр? Ошол биринчи суроом. Экинчи суроом, эмне үчүн эки пенсия төлөгөндө пенсиянын алгандарынын процентин бир төлөбөй, бирөөнө кошулуп 10%, бирөөнө 15%, бирөөнө 18% бересиңер. Пенсиясы кичине алгандарды силер уже өзүңөр колдоп бездельниктерди колдоп атасыңар заранее.
А ты барда теңбешке же болса ким канча заработал, то надо дать столько заработал. Ошол мындай жооп берип койсо. Рахмат. Экинчи суроосун баштайлы, биринчисин түшүнбөй калдык окшойт, кичине кесип калды. Экинчиси туура аксакал, вот биз да ошондой саясатты колдонгон жатабыз. Баардыгына бирдей болгон дагы бул баягы адамдардын стимулун, төлөгөнгө, эмгектенгенге стимулдарын жоготот бара-барачы. Адам канчалык көп иштесе, канчалык камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөсө, ошого жараша пенсиясы болуш керек. Анан жыл сайын пенсиясы жогорулаганда дагы ошо процентин сиз айткандай бирөөлөрүнө 15, бирөөлөрүнө 8 кылбай, ошо коэффициент индексация киргизип атабыз, белгилеп коебуз. Мисалы, коэффициент индексация 8 болсо, ошо баардыгына тегиз 8% болот. Анан өзүнүн баягы камсыздандыруу бөлүгүнө жараша, өзү тапкан пенсиясына жараша ошол 8%га эле жогорулайт да. Ошондо баягы 2000 сом өзүнүн баягы 8%га жогорулайт, 8000 болгон 8%га жогорулайт, баягы өзүнүн 8000 сомдон да. Ошондо баягы биздин оюбуз боюнча бул баягы адилеттүүлүк болот да ушу пенсиялык системада. Возврат ошо 2% кайтарып бересиңер деп атат. Ошону жооп берсеңиз. Биринчи суроосу үзүлүп калды, бирок мен түшүнгөнүмө караганда жана топтомо фонддогу акчасын канчадан алабыз деген суроо окшойт да. Эгер 2013 жылдан баштап топтомо фонд акча каражаттары барлар болсо, пенсионер болсо, биз аны 2013-төн баштап кошуп төлөп берип атабыз. Кайрылса биз төлөп беребиз. Эгерде буга чейин албаган болсо, аны карап көрүш керек, өзүнүн райондук соц фондуна барып туруп арыз жазып туруп, ушундай мен текшертип берсеңер, мен ушу өзүмдүн баягы топтоо счетумда жокпу каражат деп карап көрсүн. Эгерде бар болсо, аны сөз жок, төлөп беребиз. Пенсионер болсо, да. Следующий мой вопрос. Как повысить уровень доверия населения к пенсионной системе, да, и стимулы для уплаты страховых взносов со стороны молодежи? Вот с молодежью очень бывает часто трудно общаться, потому что вот, есть такое понятие, как возрастная близорукость. Это не нами придумано, это международный термин именно в пенсионной системе, в политэкономии пенсии, что молодежь, она близорука где-то лет до 45. После 45 она начинает думать о пенсии. До 45, вот 95%, ну ладно, 5 сознательно, 95% не думает абсолютно о пенсии. И начинает думать это в лучшем случае в 45, а так обычно за 2 года до пенсии прибегают и говорят, что мне сделать, чтобы выйти на пенсию. Вот люди начинают бегать, хаотично собирать справки, хаотично платить страховой взнос. И это хорошо, если ты на селе работаешь от базовой ставки земельного налога, там люди за 20 лет разом платят. Ну, потому что если 30 сомов в месяц, да, в год это где-то 400 сомов, умножаешь на 20, это небольшая сумма, и они платят сразу за 20 лет. 20 лет человек не платил, бегал от нас, не хотел слушать ничего, но когда нужна пенсия, они за раз, бывает, за 20 лет, за 25 лет платят, чтобы лишь бы получить пенсию. Поэтому вот мы вводим стимулы, то есть, во-первых, мы будем повышать пенсионную грамотность населения, мы проводим обучение. Вот этих завершающих классах, в 11 классах, в 9 классах мы вводим обучение. Кроме того, мы ходим вот именно в вузы, со студентами общаемся именно, вот, потому что многие студенты здесь говорят, зачем, какая пенсия, о чем вы говорите, да, это меня не касается, мне стукнет 60, и вы мне сразу будете платить пенсию. Когда мы им говорим, что просто так мы платить не будем, да, это надо отчислять, для 99% это новость. Конечно, да. Потому что они все думают, что вот мне будет 60, и все, и вы мне все начнете платить пенсию. Нет. Вот именно вот, все молодежь, никто не будет платить вам пенсию, если вы не отчисляете взносы. Знаете, еще же сейчас такая система пошла, да, очень многие представители молодежи работают там, где не числится трудовая книга, допустим, да. Вот это тоже проблема, очень много таких, которые вот официанты работают, в сфере услуг очень много. Ну, постепенно, я так думаю, люди, когда начнут понимать, молодежь вообще должна стараться работать там, где зарплата белая, где идут отчисления, где он расписывается. И кроме того, вот для интереса просто, кто работает, пойдите вот в соцфонд, посмотрите свою выписку из личного страхового счета, и вы можете проверить. Поверьте, вы откроете вообще многое о своем работодателе, да? Если он платит вам, скажем, 25 тысяч, он показывает там 5 тысяч. И, соответственно, у вас пенсия будет 5 раз меньше. И многие приходят, как, я же так много получал, я же так отчислял. А работодатель ему даже конечно, он не сказал ему, сколько он отчислил. И в итоге у него вместо, там, скажем, 10 тысяч пенсия будет 2 тысячи, потому что ему 5 раз занижали пенсию. И он сам не в курсе. Поэтому просто пойдите в соцфонд, посмотрите свой раз в год. Это такой же счет, как вы банковский счет никто не забывает, да, проверить. Страховой счет это такой же счет, но просто вы его получите в будущем. Поэтому раз в год проверьте свой счет,
отчет, посмотрите. И по возможности старайтесь, конечно, с работой проблемы. Если ты начнешь перед работодателем качать права, он может сказать, иди, я другого возьму, да, но если большинство проявит сознательность, начнет требовать, я думаю, работодатель тоже уже будет задумываться и будет вынужден уже работать именно по белому. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, это была программа «Акцент». До новых встреч в эфире.